Жұма күн епіңіз үшін қайырлы олсын. Саатлерде 15:30 эфирде заман. Бүгін Қырмыжғалдан 841 күні кетмекте. Бұл саат қолған қаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Чийгознын омыр арқадашы аяты үшін телеке олғанны білдірді. Эльмира Аблялимова өз Facebook сайфесінде язғанна көре, түневін ақшам бір қач кіші азбарына кечкен. Полис қадимлері оны қорчалай жағына ұмыт етмей, озыны насыл етіп телекесіліге ала жағыны білмей. Омыр арқадашы Меджлис рейс муавины Ақтем Чийгозны кечкен сене январь айындан берлі 26 февралиші бойынша СИЗОда тұталары. Вчера ночью 16 июня 2016 года в 22:40 неизвестные люди проникли на территорию моего двора. Благодаря тому, что соседи проходили мимо и случайно увидели людей и автомобиль, стоящий недалеко, и подняли шум, неизвестные люди очень быстро скрылись. Учитывая, что в Крыму похищают людей, совсем недавно была изнасилована и убита девушка, считаю, что моей жизни угрожает опасность. Гарантии того, что правоохранительные органы сумеют это сделать, нет. Сегодня буду готовить заявление в Следственный комитет и ФСБ. Как обезопасить себя, я не знаю. Қайсер Жемилев янына 3 айдан берлі Украин консулларына қоймайлар. Язған мектуплеріне колония мемориеті жауап бермей. Бұл ақта Ростов-на-Дону шерінде бұлынған Украинаның баш консулы Виталий Москаленко білдірді. Шымды Мұстафа Жемилевнің оғлы Астрахань колониясында тұтыла. Оңа Рус махкемесі та Қырым Украина назаретінде олғанда мұқайтсызлықнен инсан өлдіргені үшін 3,5 ел апс жезасына белгіледі. Бұл ел ноябрь айында Қайсеріні азат етмек кереклер апсте тұтып мұддеті біте. Рифат Алимов и Арсен Джипаров үшін апсте тұтуыны девам еттіре білелер. Оқу қорчалайжы Заир Смедляев білдіргенне көре, ішіні бүгін Ахмеджетінің Ишғалжы Киев район махкемесі бақа. Алимов и Джипаров апрелінің 18-інде евлерінде тинту фоткерілген сон Ялта живарындаки Қызылташта яқаланған еді. Оларына Санки Хизбут Тахрир білмешесіне алақасы олғанында шеклейлер. Русияның Шымали Кавказ махкемесінде Қырым мұсылманларына қаршы бақылған іште тенефус алынды. Невбетеки Топлашов июнь 27 күні өткерілежек. Түневін олған отырышта қадылар 2 шаатны діңлеген бірі Фират Сейфулаевның омыр арқадашы, дигері Байдар Арлинай койының имам муавины. Русияның Ростов-на-Дону шерінде дөрт Қырым татары Нури Примов, Фират Сейфулаев, Рустем Ваитов и Руслан Зейтулаев махкемеге желпетілді. Оларны та кечкен сене январь айында Санки Хизбут Тахрир бірлешмесіне алақасы олғанында шеклеп, яқалаған еділер. Махкеме оларының қабатын атаздықласа, ондан 20 елға қадар апс жезасыны белгілей білелер. Было допрошено 2 свидетеля. Один из свидетелей была супруга, почему-то опять супруга Фирата. Ее сделали свидетелем обвинения. Она в судебном заседании отказалась от дачи каких-либо показаний. Лишь пояснила в общем и охарактеризовала его как абсолютно положительного человека. Что касается второго свидетеля, это был зам имама села Орлинного. Насколько выяснила защита, я думаю, это стало всем понятно. У этого человека имелись глубоко такие неприязненные отношения, как с Зейтулаевым, так и с Сейфулаевым. Поэтому защита к его показаниям относится абсолютно критически. Ахер живарында электростанция құружылары açlıq илан етті. Оларға ишандырылған паралар берілмей. Русияның чешет регионларындан келген бригадалар ішіні ташлап, евлеріне қайтмаға мечбурлары. Базылары есе паралары асылда олмағаны себебінден евлеріне біле қайтып оламайлар. Ишчілер білдіргенне көре құружылықта иштирак еткен шirketlер оларға миллионларнен пара борчылы. Газнен çalışқан ТЭС-ны Русия акиметі кележек сене ішке түшірмеге планлаштыра. О 800 мегаватт электроэнергия ишлеп шығармақ керектір. Позвали на стройку, ТЭС приехали, обещали своевременно оплачивать за зарплату, проживание, питание за счет фирмы. Нанимателям было вешен 45-50 тысяч рублей в месяц. Задержка заработной платы. А то, что обещают, не выполняется. С 13 апреля по 1 мая он нам должен, нашей бригаде, 238 тысяч нам должен. Там дагестанская бригада, им тоже должны. Квартиродателям ни копейки не дали еще. Рабочие ночью уехали.
Зато когда они поняли, что деньги не дают, а некоторые, одна бригада даже инструменты забрала, уехала. Это как будто проклятое место. Ребята местные из Крыма, они тоже не смогли взять зарплату и уехали, разъехались по домам. Несколько водителей было, я вот интересовался, бросали просто, оплаты не было и уезжали. И вот такая вот здесь мясорубка, похоже, это как схема. В силу того, что я сегодня узнал, значит, то, что люди подходили, сколько там чего кому должны, миллионы. Вот, я думаю, что у них либо большие проблемы, либо они просто потенциально не хотят платить. Ребята уехали, значит, с Чувашской республики, значит, с Чувашии. Значит, 30 человек порядка, значит, да, им около миллиона зарплату должны, значит, тоже не отдали. Люди без копейки уехали. Сейчас 11 человек сидят с Ульяновской области, уехать не могут, в общежитии сидят. Значит, тоже уехать не могут, денег не платят. Я уже эту голодовку объявлял в прошлый раз, значит, уже вот так плюнул. Вот стоял, они подбежали, тут руководство, давай, вроде как это. На следующий день мы встречались еще. И в итоге с Москвы кто-то позвонил. Полчаса мне начальник стройки, вот это Аква Воронежа. Зачем мне полчаса объяснять? Извините, почем помидоры там на базаре, да? Вот, не надо мне это знать, значит. Есть работа проделана, будьте любезны рассчитать. Или скажите, когда отдадите. Хорошо, сейчас денег нет. Я с Дагестана ребятами знакомы тоже работали, да? Они, вы знаете, в каком состоянии уехали? Говорят, не знаю, приехать здесь уже с дубинками, что ли, кого-то тут побить уже. Что-то такое вот. И у меня в самом желании уже руки чешутся, вот, честно скажу. И получается, это сядешь, ну а что, это ничего не докажешь. Ақер сакинлері евлер огынды олған ешіл зона үшін көрешелер. Анда құруджилық шіркеті чоқ қатылы мескен ев құрмаға планлаштыра. Кереклі весиқаларына енді топлағанлар. Ішчілер құруджилық мейданына құрамаға келгенде ерлі сакинлер оларға қаршылық көстерді. Я представитель застройщика, руководитель службы заказчика, Фондис Алексей Петрович. Кто застройщик? ООО ЖСК «Жилстрой». Жилищно-строительный кооператив «Жилстрой». На него оформлена земля, на него получено решение на стройку. Должно быть общее собрание, инициативная группа представляет наше решение. Решение общего собрания было принято категорически против застройки по той причине, что вы делаете нам яму, мы в этой яме начинаем жить. Вот, вы построите здесь дом, а у нас вот этот маленький, а вы построите большой еще наверху. Хочу сказать, что этот дом все время собирается у нас детки бегать, потому что там им неудобно. Наш дом, 29-й дом, и все стараются здесь быть, в центре, понимаете? И у нас детской площадки нету. У нас была спортивная площадка, спортивная площадка была, застроили 2 дома больших. Хорошо это или плохо? Плохо, правильно? Спортивную площадку у нас убрали. Так почему здесь вот эту парковую зону нашу, которую мы хотим для детей сделать и для нас, чтобы можно было выйти подышать воздухом, почему хотят у нас ее забрать? Геническ шері илкере екі қатлы интерсити тренні қаршылады. Ояз мевсімінде Харьков-Геническ арасында қатнай жақтыр. Район мемориятының елбашысы Александр Воробьев білдіргенне көре шымдылық 6 вагон сеферге шықты. Харьковтен Геническе елжылар 6 саатта келе біле. Билет фияты 220 гривнадан 320 гривнаға қадардыр. ВЦ. Двоповерховий потяг. Це Інтерсіті. На все літо ми зробимо, щоб він курсував. Тому ви слідкуйте за розкладом руху. Може бути зміни. 320, перший клас, другий клас 215 гривень. З 3 потягів, які йшли до Генічеського району, зараз йдуть 26. І коли тут почнеться розвиток таких районів, як Генічеський район, Маріуполь, тоді ми повернемо без жодного пострілу усі території, які на сьогоднішню минуту втрачені. Қырым мезунлары Қытай Украинада тәсіл алмақ yollarına öğretken video талимат, яғни инструкция пейда oldu. O adım-adım anlata. Bu talimatını Ukrayna Təhsil ve İlim Nazirligi Открытая политика fondu ile beraberlikte işlep çıkardı. Ukrayna Ali Okuf yurtlarına Қырым mezunları hem VNO tapşırıp hem de VNO-sız kire bileler. Levhada tolu malumat almak için sayt adresleri ve telefonları kaydetilgen. Про народження, незалежно від віку. Складіть ДПА з української мови та історії України. Отримайте довідку уповноваженої школи. Довідка дійсна 3 місяці. Її необхідно замінити на атестат свідоцтво. Подайте документи для вступу до 24 липня та складіть 1 вступний іспит. Прийом документів для професійно-технічних навчальних закладів до 31 серпня.
Qrim-Tatar Jima futbol takımı birinci kere Evropiyada 2016 yarışında iştirak edecek. Adalet futbolcuları İtalya'nın Cenebi Tirol şehrine yol aldılar. Anda tamir ve küçük halklar arasında ötkürülecek Avrupa çempionatında iştirak edecekler. Sporcular Ukrayna'nın ve ayrıca Kırım'ın çeşit koşularından toplaştı. Yarış iyunun 18'inden 26'sına kadar devam edecek. Birincilik için 24 takım kurashacak. Yarışta ilk sefer Qrim-Tatar bayrağı da yelpilecek. Allah izin verse, anda balaban bir galibinin kaytacaksınız ve Kırım-Tatar bayrağı o İtalya sahasında o Спартакиадада dalgalanacak. В Италии, в районе Маребе, будет проходить чемпионат Европы между автохтонными народами и малыми народами, где впервые вот в истории такого турнира будут представлены крымские татары. Мероприятие, такой турнир, который уже проходит каждые 4 года один раз. И в прошлые года, когда проходили эти турниры, крымские татары не были представлены. Но представители ФУН, общаясь с нами, мы сказали, почему же мы не представлены. Так как мы являемся и автохтонным народом, и сегодня во многих уголках света являемся малым народом, то есть находясь в той или иной стране. Поэтому мы предложили, что мы бы хотели участие. Они с большой радостью приняли это, сделали нам приглашение и, соответственно, помогли для того, чтобы участвовала команда крымских татар. Многие с Крыма, с Львова, с Киева и с Харькова есть люди. То есть у нас в Надежде поедем и сразу начнем там, буквально с вечера, даже как вот только попадем, сразу начнем тренировку, активно начнем. Это большой футбол, 11 на 11, со всеми правилами абсолютно теми же, что сейчас на Евро-2016. Bu saatqa olgan sonki haberimiz sizlerge iyi kunlar tileyim. Akşamki zaman yayınlarımızını kaçırmanız. Görüşmek üzere.